Делегация Минсельхоза России во главе с министром Оксаной Лут завершила свою поездку в Абхазию. В ходе визита делегацию принял президент республики. Также состоялись встречи в кабинете министров, на которых обсуждались актуальные вопросы сотрудничества наших стран в сельскохозяйственной сфере. О результатах визита и о том, как будут реализовываться намеченные планы, будем говорить с министром сельского хозяйства Абхазии Бесланом Джопо. Сегодня он с нами на телефонной связи. Здравствуйте, Беслан Цыбович. Добрый день. Добрый день. Итак, предварю всю нашу беседу по сути вопросом о том, как долго, скажем, на протяжении какого времени строится взаимодействие между российскими и абхазскими сельскохозяйственными ведомствами и насколько продуктивный характер носит это взаимодействие. Ради справедливости надо сказать, что вот все послевоенное время, уже за 1993 года впервые министр сельского хозяйства России побывал в Абхазии, хотя в 2009 году было подписано соглашение, меморандум о взаимопомощи между министрами, но это происходило в Сочи. Сегодня такая представительная делегация во главе с министром сельского хозяйства, заместителями и начальниками департаментов находились в Абхазии. Это новый импульс для работы взаимодействия, как было указано в письме, для налаживания дальнейшего диалога между ведомствами в аграрных вопросах своих стран. Цель поездки была, в которой они приехали, и мы встречались с ними. То есть это на самом деле достаточно, скажем так, важное событие, если учитывать, что визит вообще впервые на протяжении всей послевоенной истории Абхазии состоялся, да, главы ведомства сельскохозяйственного. Да, да, я могу сказать, что даже в последнем интервью первого заместителя главы администрации президента России Сергея Владимировича Кириенко было сказано, что уже многие ведомства, Министерство здравоохранения, Министерство образования, по энергетике наладили отношения с коллегией российские и абхазские ведомства. Что не было сказано про Министерство сельского хозяйства. В учет, видимо, было поручение российским коллегам. Но всегда, в принципе, это официальное соглашение, официальная встреча. Хотя мы с Министерством сельского хозяйства России давно работаем. Они нам оказывали помощь, если вы помните, когда нашествием равно клопа была, когда чума животных по свиньям, тогда оказывали помощь, даже выплачивали поставки сельхозтехники на 200 миллионов в 2018 году было. И вообще все, что происходило, помощь при необходимых таких этапах работы на каждом, у нас всегда эта помощь была. Мы всегда неоднократно обращались в департамент Минсельхоза, министра, на имя министра писали, никогда нам ни в чем не отказывали, начиная от ветеринарных делов и заканчивая всеми вопросами именно сельского хозяйства. Сейчас это в принципе будет носить официальный характер. Мы наметили, сейчас за этот короткий день не могли определить все нормативы и вообще выстроить будущие намерения. Но мы определили, что после Нового года официальная делегация со специалистами поедет в Министерство сельского хозяйства во главе с министром Абхазии. Мы там на месте определим, по какому направлению необходимо работать, чтобы Министерство сельского хозяйства в своей компетенции могла бы оказать помощь аграриям Абхазии. Или походатайствовать хотя бы в других вопросах. Или такой вопрос, это самое главное. Это по растениеводству было определено, по животноводству, по оказанию помощи для лечения, для препаратов, поставки удобрений, техники. Все, одним словом, все, что касалось сельского хозяйства, в таком уже неофициальном встрече мы бы обговорили. Одним словом, я думаю, что сотрудничество наше уже будет иметь другое такое направление. Беслан Цыбович, наш президент Бадыр Зурабович Гумба принимал делегацию российскую, сельскохозяйственную, и там он озвучил такие данные, что товарооборот вырос, между нашими странами на 17%, но российский экспорт вырос на 20%. Как возможно стимулировать импорт из Абхазии для более такой сбалансированной торговли?
Ну, вообще, когда говорят о товарообороте между Россией и Абхазией, Мгм. конечно, ощутимую долю занимает сельское хозяйство. Если брать в учет и поставки виноматериалов, винно-алкогольных продукций на российский рынок, или поставки цитрусовых, все, то это, конечно, ощутимая доля именно в этих товарооборотах. У нас это имеет, конечно, увеличение. Но для того, чтобы увеличить товарооборот именно по нашей сфере, именно опять же по сельскому хозяйству, необходимо восстанавливать и доводить хотя бы по максимуму до уровня советских времен те направления, которые мы сегодня осиливаем. Мгм. Если мы сегодня не можем восстановить чайную отрасль, потому что это очень докладно, и она практически основательно разрушена, нет фабрик, нет плантаций, биологически устаревшие, то такие направления, как субтропическое плодоводство, в сфере животноводства, рыбной отрасли и других некоторых направлений мы могли бы, конечно, увеличить именно поставки за счет увеличения объемов, производимых в Абхазии. Вот имеется это в виду однолетние культуры, ягодные культуры, там очень основной упор, если вы заметили, я даже про орех сказала, то есть Мгм. орех это, если Россия, чтобы сократить импорт поставок, старается в Краснодарском крае выращивать орехи, чтобы обеспечить свои кондитерские фабрики или те, кто нуждается в этих маслах своей продукции, то почему бы не использовать именно это направление для того, чтобы это по более низкой себестоимости выращивать в Абхазии для поставки на российский рынок. Это тоже будет считаться, если Мгм. российские инвесторы будут выращивать в Абхазии, скажем, орех вместе с нами, то это для России будет считаться собственное, я имею в виду, сырье. Мгм. Но для нас это производство, для нас новые освоение новых культур, основание по увеличению площадей. То есть это будет практически плантации, которые принадлежат будут Абхазии. Вот в этом направлении мы обсуждали эти вопросы. Обоюдовыгодно, если вы заметили, даже в переговорах было сказано, конечно, это хорошо, когда Россия, более мощная страна, оказывает помощь Абхазии, скажем, маленькой Абхазии, которая после войны восстанавливает свои все Мгм. направления, в том числе и сельское хозяйство, помощь. Но говорит об ее выгодных проектах, тех проектах, которые были полезны и российской, и абхазской стороне. Я думаю, что это уже более смысловой характер носил. Вот об этом мы Мгм. практически разговаривали, Мгм. говорили. Понятно. А, будете ли, или, может быть, есть какие-то планы, скажем, ну, так, поощрять, да, российские инвестиции в агросектор Абхазии? Ну, подобно вот такому проекту, как вот проект по голубике, кстати, да, как раз был на Да. встречах озвучен. Вот что бы вы могли сказать? Возможно, там была речь и о совместных питомниках и так далее. Вот, может быть, более конкретное очертания вот эти намерения приняли вот после встреч? Да, я было понял. Я, в общем-то, говорил об общих направлениях. Но Мгм. если конкретизировать, то, конечно, питомник – это один из первых вопросов, который вот абхазская сторона поставила вопрос для того, чтобы как бы вот использовать эту встречу. То есть питомник растениеводства, собственный государственный питомник для того, чтобы обеспечить не только наши проекты, участие в проектах, а вообще Абхазию, население Абхазии, крестьян, которые Мгм. занимаются растениеводством, саженцами, это вот одно из первых задач, которые стоит перед нами. И с помощью российских инвесторов или ассоциаций питомниководства в Краснодарском крае есть, если будет поручение со стороны Минсельхоза, они оказали бы помощь и не только в восстановлении, но и в специалистах, в дальнейшем уходе и вообще, чтобы этот питомник всегда он датироваться должен и оказывать помощь государственную. Этот питомник, конечно, стал бы стимулом для того, чтобы автоматически, без особой помощи даже государства, крестьяне могли бы развивать определенные виды Мгм. растений, вот, выращивать на своих территориях. Это так было и в советское время. Там, где был питомник, в том районе всегда вокруг этого питомника всегда развивался тот вид растениеводства, который выращивали в питомнике. Мгм. Поэтому это необходимо создавать, и думаю, что мы это сможем. Это однозначно. И остальные направления по рыбной отрасли, по возрождению субтропических культур, по возрождению экзотических тропических культур. Это Мгм. одно из программ Минсельхоза, которая вот недавно проходила
День Сухаревского поля мы принимали участие. Тоже одно использовать территорию Абхазии. Вот в таких вот направлениях, чтобы можно было более так вот основательно, вот, чтобы вникнуть или вовлечь Минсельхоз России именно в развитие сельского хозяйства в Абхазии. А вот какую поддержку вы видите, например, да, что было бы более эффективно? Это будет касаться технологий, допустим, если говорить о питомнике, посадочный Ну, материал. Вот да. что имеется в виду? Технологии, конечно. В России мы вот, когда ездим на различные выставки, и даже вот День Сухаревского поля, это использовано высокотехнологических вот методов. То есть даже теплицы, такие умные теплицы, как называется умный дом, строят такие же умные теплицы, где минимизируется человеческий фактор. Даже вот знания агронома используются на уже уровне техники. Задается программа, и теплица сама обогрев теплицы, использование препаратов, состояние того растения, которое выращивается. Это все мы своими глазами увидели, как это обеспечивается. Это большой эффект имеет. Вот использование таких технологий в Абхазии необходимо. И если так говорить, то это использование субсидий. То, что сегодня в России очень полезный фактор играет вот именно для развития сельского хозяйства, это вот за определенную проделанную работу в сельском хозяйстве, определенно проделанную работу, я имею в виду, которая обозначается государством, государство выделяет субсидии после того, как получает результат. То есть, если крестьянин смог там 5, 6, 10 гектаров земли скорчевать, оградить, посадить и что-то получить, уже часть затрат государство должно возмещать. Это вот такого характера субсидии. Или он завез очень дорогостоящее оборудование, сельскохозяйственную технику, оборудование для того, чтобы вот использовать в своем направлении. И государство могло бы какую-то часть, такую ощутимую часть, чуть ли не 70-80%, как бы эти затраты возместить. Вот такого рода субсидии мы будем проговаривать. Будет ли это за счет совместных средств или абхазские средства. Мы в своей программе, кстати, между прочим, из этих 500 миллионов эти субсидии оставили в программе. То есть какую-то часть определит специалисты, по какой линии помогают, то субсидии это будут применены. Вот такого характера был разговор. Речь также шла о создании рабочей группы. Вот что это за рабочая группа? Это вот полностью, которая будет как бы курировать все проекты, да, вот все взаимодействие, или же, допустим, это на тех же вот питомниках, да, проект про совместный питомник, или по эфиромасленичным культурам, или же это все-таки по всем направлениям? Ну, это было сказано в разговоре на встрече, но я не вижу необходимости создания рабочей группы именно по совместной работе или что-то нужно. Рабочая группа — это дополнительная какая-то структура, которая, не знаю, может и хорошо повлиять, и отрицательно. Главное, чтобы специалисты Министерства сельского хозяйства России были использованы для того, чтобы наладить и изучить, в каком направлении в Абхазии должно оказываться помощь и государства абхазской, и российской, совместных предприятий, инвестиционных программ, инвестиций, в каких направлениях нужно использовать, какие направления развивать. Для изучения этих вопросов нужны просто специалисты и наше ведение наших специалистов абхазских. Академия наук Абхазии, если вы видели, она там посетила сельского хозяйства, была приятно удивлена увидением. Это одна из этих программ. И вот такой научный подход нужно использовать, выбрать направление и потом уже сделать предложение руководством со своей стороны. Мы руководство Абхазии, естественно, они руководство России для того, чтобы оказать вот такую вот помощь в Абхазии и создавать предприятия. Если даже не помощь, а совместные предприятия. Число. Если говорить о том, что затрагивалась вот эта вот тема, как возвращение там, к эфиромасленичным культурам, да, масличным. Да. Вот расскажите, рассматривается создание полного цикла от выращивания в Абхазии вот этих культур, или же вот это будет какое-то разделение функций? Ну, да, я понял. В связи с тем, что все-таки это конкретный характер нашей встречи не носила, потому что нужно было определить встреча, визит министра обозначает это в дальнейшем налаживание сотрудничества с Абхазией, привлечение инвесторов, инвестиций. И поэтому мы конкретно, просто разговор, когда заходил
что в министерстве, что в сельском хозяйстве было в Абхазии в советское время. Одно из них направлений было это, помимо чайной отрасли, табачной отрасли, животноводства, субтропических культур, цитрусов, было и эфиромасличные культуры. Были несколько совхозов, заводов, которые занимались выращиванием эфиромасличных культур, таких как герань, роза, базилик, эвкалипт и все остальное. И эти хозяйства были достаточно благополучные. И поэтому это направление тоже озвучили. Но пока, вот, чтобы сказать, что мы конкретные меры по этому направлению приняли, я не могу, потому что это все предстоит после Нового года на встрече обсуждать, изучить экономику, изучить, сделать техническую экспертизу. Одним словом, чтобы не ошибиться и заняться тем, которое будет полезно для экономики Абхазии. А ведь было бы, наверное, очень интересно и приятно, если бы, допустим, Абхазия заняла вот такую нишу, как, скажем так, поставщик элитного сырья для российской косметологии, вот если говорить об эфиромасличных культурах. Да. Ну, знаете, честно говоря, Россия настолько по величине объема больше Абхазии, что все, что бы мы производили в Абхазии, первым долгом ощутимо для самой Абхазии. Скажем, например, цитрусы. Там в России, хотя я знал, что около 700-800 тысяч тонн цитрусовых потребляет в год, но министр заявил о 500-600 тысячах тонн. Мы производим в лучшем случае даже в советское время 120. Это уже 120 что-то хотя бы в процентах. Ну, а 30-40 тысяч тонн это не обеспечение российского рынка. Но для нас это очень важно. И для россиян, которые ищут абхазскую продукцию, экологически чистую продукцию, тоже является как бы брендом наша продукция для России. И поэтому это необходимо использовать. Об эфиромасличных культурах, если говорить именно парфюмерии, потому что парфюмерия используется мало, в основном это технические масла в промышленности. И поэтому, конечно, многие инвесторы интересовались, потому что они знают историю, где выращивали эфиромасличные культуры, и видя, что это в Абхазии, одной из дружественных стран, именно России, всегда к нам обращаются с этим вопросом. Мы представляем им необходимую информацию, но пока, видимо, как-то отмашка с российского бизнеса или банковской системы, наверное, в основном они пользуются кредитами. Пока конкретно с предложением еще не обращались, но интересует очень многих. Поэтому это вопрос, который стоит тоже на повестке. А планируются там проекты, или была речь, скажем, о проектах по созданию в Абхазии совместных перерабатывающих предприятий? Нет, мы обсудили несколько предприятий, в том числе и новое гузрипское предприятие по переработке. В дальнейшем дали справку, сколько всего у нас можно выращивать, которое необходимо перерабатывать. И что пару таких же еще предприятий в Абхазии можно организовать в других районах. И это тоже станет стимулом для производства и увеличения объемов. И поэтому этот вопрос тоже, но он, в принципе, по линии льготного кредитования Министерство сельского хозяйства может влиять на несколько таких вот банков, хотя бы вот Россельхозбанк, который является одним из участников кредитования именно по льготной линии. Тоже вот одно из вопросов, который будет рассматриваться. Но сейчас конкретно пока по всем этим вопросам только мы обсуждали для того, чтобы потом конкретизировать и после изучения с предложениями выйти вот к руководству наших стран. Вы, кстати, говорили вот на этих встречах о необходимости вот именно каких-то системных, изменений, системных проектов, а не такой вот, как бы помощи гуманитарной просто, да? Как изменится, вы думаете, как бы вы хотели, чтобы изменился вот подход на основе вот этого? Помощь, она всегда будет и была, и будет, потому что мы не знаем, ни от чего не застрахованы. Всегда может появиться форс-мажорное обстоятельство, которое заинтересовано ликвидировать. И сама Россия тоже. Мы являемся приграничной зоной, и курортной зоной, скажем, от Краснодарского края. И не только из-за этого, а из-за того, что у нас есть соглашение о взаимопомощи и сотрудничестве. И поэтому эта помощь всегда будет необходима, и она будет. Но я говорил о том, что нам необходимо
переходить и на взаимовыгодные большие действенные проекты, не мелкие проекты, а вот такие возрождения каких-то отраслей в сельском хозяйстве, скажем, и того образно говоря, как вот вы сказали, и фермерно культур, скажем, если нужно изучить возрождение табаководства, потому как у нас пока специалисты есть еще и раньше занимались это, или других видов, вот в животноводстве, переработка, и вот рыбной отрасли. Вот об этом что, и поэтому хотелось бы, чтобы в нашем сельскохозяйственном бизнесе, помимо наших граждан, могли предложения выйти от российских инвесторов и российского бизнеса. К сожалению, конечно, сельскохозяйственный бизнес – это самый рискованный вид бизнеса, считается для крупных бизнесменов, но тем не менее они есть. Если смотреть по земельным таким вот запасам, то в России, конечно, это намного легче. У нас качество самой плодородия земли и объемы намного меньше, поэтому более по-другому вот, подходящим к этим землям, культурам надо подходить. Не черноземными, вот такие вот плодородные почвы, как Краснодарский край, Ставропольский край, скажем, или там Воронежская область. Ну, к сожалению, таких у нас, как сказать, благополучия, к сожалению, нету. Поэтому мы используем именно нашу землю в тех направлениях, которые можно использовать. Вот в этом отношении вот они могут оказать помощь. И участвовать в проектах, именно участвовать в возрождении этих вот направлений. Вот у меня складывается такое мнение, что пока идет выработка вообще даже не то, что какая будет стратегия России в поддержке абхазского агросектора, но и стратегия развития самого сельского хозяйства Абхазии, то, куда двигаемся мы, да, и должны, наверное, какую-то дорожную карту или что-то. Вот что вы вот предполагаете, какое видение есть у ведомства? Ну, я думаю, что сам визит министра сельского хозяйства с аппаратом Министерства сельского хозяйства Абхазии, это уже говорит о том, что готовы сотрудничать и начать новый вот виток в сотрудничестве Абхазии именно по аграрии. А вот в каком направлении они нам не как бы даже не то, что рекомендовать, а не навязывают направление, а мы сами должны выработать то направление, по которому мы могли бы сотрудничать. Как мы вот для этого говорили, для этого нам необходимо обязательно вместе со специалистами, с научно-исследовательским институтом, с институтом стратегических исследований, с университетом, со специалистами в аграрном секторе, с руководством, с экономистами первым долгом. Мы должны вот разработать стратегию, в каком направлении мы должны вот использовать это сотрудничество. Я думаю, что если, конечно, будет у нас уже видение расписанное по направлениям, с этим предложением мы уже будем говорить именно с руководством Минсельхоза и в дальнейшем для налаживания таких вот взаимоотношений. Беслан Цыбович, что вы считаете главным и таким предметным итогом этой встречи? Визита. Ну, я считаю главным предметным итогом сам факт визита министра сельского хозяйства в Абхазии дает надежду о том, что мы будем плодотворно сотрудничать в дальнейшем. Кроме того, что мы по нашим просьбе разовые помощь оказывалась со стороны России, вот такого вот масштабного намерения оказания не помощи, а сотрудничества у нас пока не было. И поэтому и тот 9-го года меморандум о взаимоотношениях практически потерял свою значимость из-за того, что кроме подписанного документа ничего практически с этого документа не было совершено. Думаю, что даже не столько важно подписать документ, сколько наметить и начать работу, изучив и предложив, вот, что нужно нам. Когда мы будем знать, что мы хотим, я думаю, с этим предложением обратимся к руководству Минсельхоза, и они, исходя из того, что раз они приехали именно вот предложить нам вот такое взаимовыгодное понимание, мы сможем, думаю, вот использовать эту встречу. Вот именно вот надежду на то, что Минсельхоз России — это очень, можно сказать, аграрная страна, именно юг России, если считать Ставропольский край, Краснодарский край, очень похожие наши вот культуры, хотя не совсем везде есть тропики и тропики, но тем не менее те же яблоки, те же орехи, которые там растут, и все остальное можно использовать здесь, в Абхазии. Я думаю, что это направление практически изучать особо не придется, потому что оно уже изучено в России.
Спасибо вам большое за эту информацию, за беседу. Я напомню, что итоги визита делегации Минсельхоза России во главе с министром Оксаной Луд в Абхазию и переговоров с профильным ведомством в Абхазии подвел министр сельского хозяйства Республики Беслан Джопуа. Благодарю.